Создание Дома народного творчества в далеком 1967 году самостоятельной специализированной организации, призванной содействовать развитию народного творчества, стало важным событием в культурной жизни Аги. Первым директором был назначен Дембинима Цриндашиев. Дом народного творчества с первых дней своего существования стал базой подготовки и повышения квалификации работников клубов, руководителей самодеятельных коллективов и долгие годы был единственным в округе учреждением, проводившим эту работу. На всех этапах творческой жизни художественной самодеятельности округа важным средством ее стимулирования, пропаганды, выдвижения одаренных людей, эстетического воспитания населения были смотры и фестивали. В 1967 году была проведена большая работа по подготовке к участию коллективов художественной самодеятельности в областном и зональном смотрах. Недели культуры, искусства и литературы Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области, мероприятиям, посвященным 50-летию советской власти, во Всероссийском смотре народных талантов в Москве. Конец 60-х, начало 70-х годов было началом расцвета культуры Агинского округа. В этот период большое развитие получило агитбригадное движение. Методисты Дома народного творчества и сотрудники клубных учреждений периодически выезжали в колхозы и совхозы для художественного обслуживания трудовых коллективов, животноводческих стоянок, зерноводческих бригад. Были одними из организаторов Дней животноводов, Дней механизаторов, вечеров чествования ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Окружной центр народного творчества за 40 лет творческой деятельности достиг высот, всевозможных почетных званий, лауреат конкурсов. Центр по праву называется народным. Здесь свято чтут свои старинные традиции и обычаи. Возродить, донести до потомков живую нить древних, глубинных традиций и обычаев самобытного народного искусства – все это заложено в работе Центра народного творчества. Сотрудники ЦНТ – неизменные, незаменимые участники всех культурных событий, праздников, проводимых в округе. Художественное народное творчество было и остается составной частью общества. Потому сохранение, развитие и поддержка традиционной культуры является одной из важных сфер деятельности окружного центра народного творчества. Магаватага турдилдот хадамдарын алтында намда хэмин ул бүкте натагара шархан сынжыдыма ой ой натагара шархан сынжыдыма друг за дружкой все девчата замуж вышли как одна мне шесталось ребята рыжеватые сынжыдыма ой рыжеватые сынжыдыма ой рыжеватые сынжыдыма. Жить без корней не может кедр высокий, заключена в истоках жизнь реки. У наших песен далеки истоки, у наших танцев корни глубокие. Окружной центр народного творчества многих через самодеятельность вывел на широкую дорогу профессионального искусства. Много интересных конкурсов проводят ЦНТ по выявлению одаренных детей. Коллектив центра живет под девизом «Алло, мы ищем таланты». Центр умело поддерживает и направляет в созидательное русло живой родник самодеятельного творчества. В светлых помыслах, веря в добрые начала в человеке, заключается его тайна. С этим подходят работники Центра народного творчества к любому участнику любого мероприятия. И он открывает им свои способности и умения, платит той же мерой участливости. И мне числа
Я верю в их святую веру, их вера – мужество мое. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее, писал поэт Евгений Евтушенко. Так не делают себе карьеру, а просто трудятся сегодня директор Марина Будажапова, методисты Цирендулма Батамункина, Сысек Дандарова и Дулма Дагбаева на втором этаже здания окружной национальной библиотеки. В настоящее время в Центре народного творчества собирается вся информация об опыте организации деятельности учреждений культуры и народных коллективов. Здесь можно познакомиться с самобытным творчеством участников художественной самодеятельности разных лет. В процессе возрождения, сохранения и развития традиционной культуры большую роль играют художественные и народные коллективы, пропагандирующие в широких кругах населения лучшие образцы народного творчества. Окружной конкурс вокалистов имени народного артиста СССР Алхасарана Линхавоина, проводимый Центром народного творчества, приобрел статус международного. Многие начинающие, как самодеятельные, так и профессиональные певцы, считают престижным участвовать в этом конкурсе. Не без гордости нужно отметить, что во всех районах округа проводятся смотры, конкурсы и фестивали, которые являются большим стимулом для развития любительского самодеятельного творчества. Ага богата талантами. Силами культработников и актива художественной самодеятельности проводятся народные праздники Рождество Христово, Сагалган, Масленица, Иренгурвангнатан, Дангина. Широкой популярностью пользуются конкурсы исполнителей народных песен, исполнителей эстрадной песни «Золотые россыпи», патриотической песни. Окружной конкурс среди народных театров и драматических коллективов «Театральная весна» ежегодно привлекает внимание любителей искусства.
В прошлом году впервые прошел конкурс «Юный Будамшо». Представители народов, проживающих на территории округа, встречаются на конкурсе «Дружбой единой сильны». Мероприятие, проведенное в последнее время, показывает возросшие художественные и исполнительские уровни коллективов художественной самодеятельности, солистов, творческих работников сферы культуры округа. При Центре народного творчества действует 15 народных коллективов. В нашем округе, благодаря энтузиазму, подвижническому труду специалистов-народников, работает немало коллективов, имеющих высокие звания лауреатов различных конкурсов. Дом народного творчества, впоследствии переименованный в окружной научно-методический центр, за 10 с лишним лет своего существования зарекомендовал себя как одно из самых необходимых подразделений окружного комитета культуры, стал благодатной средой для духовного единения людей и занял достойное место в истории округа. В настоящее время окружной научно-методический центр, претерпев различные реформы и даже закрытие в 1994 году, работает уже как Центр народного творчества. Это подразделение Департамента культуры Агинского-Бурятского автономного округа дошло до сегодняшнего дня, сохранив свою главную задачу – сохранение и развитие культурного народного наследия.